Самая выгодная система инвестиций – это когда ты привлекаешь в соинвесторы покупателей, строишь как бы не только на свои, но и на деньги клиентов, и потом управляешь построенной недвижимостью. В России эта система называется апарт-отели. Она очень популярна на юге. Она выгодна тем, что по факту ты строишь не на свои деньги, а потом ты управляешь и зарабатываешь на этом. Соответственно, у тебя есть, во-первых, возможность, меньший порог входа. Грубо говоря, тебе не нужно там 500 миллионов, чтобы построить за свой счет. Ты можешь там за 100 миллионов начать как бы строить, подготавливать площадку, а потом люди начнут соинвестировать. У нас даже и в Челябинске на озерах есть такие примеры. Это, во-первых. Во-вторых, у тебя есть возможность, и это, мне кажется, для Абхазии крайне важно, построить за счет этого большой комплекс. Потому что я много приезжаю в Абхазию, я вижу очень много строек, но, к сожалению, все они достаточно локальные. Это нет какого-нибудь комплекса там, на 20 гектар, там, на 30 гектар, да хотя бы на 5 гектар. Так, чтобы зеленая территория и так далее. То есть тоже ландшафтный дизайн в Абхазии еще пока не сильно развивается, потому что, все думают, зачем он, выйди за калитку, там у тебя эвкалипты, самшиты, и все растет. Но это не совсем так. На территории тоже хочется людям, чтобы было много всей зелени, чтобы было красиво, круглогодично это все, чтобы прям можно было в тени посидеть, там, бамбуковой рощи и так далее. Это людям очень нравится. Это тоже, возможно тогда, когда у тебя достаточно большая территория, когда у тебя гостиница, бассейн и забор, это тяжело реализовать. Поэтому для того, чтобы привлекать инвестиции людей, нужно прозрачность в документах, прозрачность в отношениях с землей, и это дает возможность строить действительно знаковые комплексы, которые скажут, в Абхазии появился знаковый комплекс, который поднимает всю республику выше, то есть, грубо говоря, как Монтера в Сочи.